В эфире информационный выпуск Амши-Пшара. Здравствуйте. 9 сентября исполнилось 10 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Министр иностранных дел Республики Абхазия и Российской Федерации обменялись поздравительными нотами по случаю десятилетия установления дипломатических отношений между Абхазией и Россией. Министр иностранных дел Даурковия в ноте поздравления в частности отмечает, что признание России независимости Абхазии в 2008 году и последующее установление дипломатических отношений открыло новую историческую главу в отношениях между нашими государствами, придало новый импульс развитию двусторонних межгосударственных отношений, стратегическому партнерству и углублению взаимовыгодного сотрудничества. В тексте поздравления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в частности отмечается, что установление дипломатических отношений между Россией и Абхазией стало правовым закреплением принятого в августе 2008 года исторического решения руководства России о признании Республики Абхазия в качестве независимого суверенного государства. Давние традиции дружбы и общность интересов позволили нашим странам за прошедшие десятилетия выстроить многоплановые межгосударственные связи, опирающиеся на прочный фундамент договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года. Новые горизонты двустороннего сотрудничества определены в подписанном 24 ноября 2014 года договоре о союзничестве, партнерстве и стратегическом партнерстве. С особым удовлетворением Сергей Лавров отмечает эффективное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. Успешно функционирует отложенный механизм консультации и координации. Высоко оцениваем совместную работу на площадке женевских дискуссий. Общими усилиями мы решаем задачи поддержания и укрепления региональной безопасности, добиваемся расширения международных позиций Абхазии, говорится в частности в ноте поздравления Сергея Лаврова. Пресс-служба МВД Абхазии сегодня распространила информацию по факту совершенного 10 сентября разбойного нападения на отделение Сбербанка Абхазии, в результате которого преступники завладели денежными средствами в сумме 200 тысяч рублей. В рамках возбужденного следственным отделом УВД по городу Сухум уголовного дела по статье «Разбой», совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере, принятыми оперативно-розыскными мерами, ранее был установлен автомобиль, на котором скрылись преступники. Впоследствии он был обнаружен в Сухумском районе. А накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении разбойного нападения были задержаны лица, в отношении которых проводится комплекс следственных мероприятий. По их результатам будет представлена более подробная информация. 17 сентября к началу учебного года АГУ новое студенческое общежитие университета распахнет свои двери для студентов. О том, насколько общежитие готово принять первых постояльцев, какова цена за проживание и каким студентам предоставится возможность проживать в общежитии, выясняла Алика Трапш. Студенческое общежитие Абхазского государственного университета соответствует всем современным нормам и оснащено необходимым для комфортного проживания в нем. Вход студентов в общежитие осуществляется только по пропускам до 23 часов, а приглашенные лица в общежитие могут войти только после того, как предъявят охране документы, удостоверяющие личность. Система охраны такова. У нас мониторы, на улице 8 камер на каждом углу. Значит, мы все видим. Въезде в общежитие видим, все углы против друг друга камеры настроены, незаметно не подойдет никто. Все видно, вот, кто куда зашел, кто вышел. Смотрим документы, какие есть у них, будут оставлять, допустим, когда они здесь, уходить будут забирать. Здание общежития АГУ состоит из 5 этажей. На первом располагаются помещения административного назначения. Есть медпункт, где окажут первую экстренную помощь. Библиотека, читальный зал, оснащенный всем необходимым. Небольшие комнаты отдыха и спорта, где студенты могут посмотреть телевизор, сыграть в настольный теннис. Здесь же на этаже есть специальная комната-изолятор. Абсолютно необходимая комната – это комната-изолятор. Если вдруг кто-то заболел инфекционным заболеванием, чтобы его или ее изолировать в эту комнату до определения их в инфекционную больницу. За исключением первого этажа все остальные предназначены для жилья. Женские и мужские спальни расположены на разных этажах. Они по 6 блоков. В каждом из них по 3 двухспальных комнаты, оборудованы необходимым инвентарем и мебелью. На одного студента полагается кровать одна, тумбочка, белье в комплекте полностью, один стул, стол общий и шкаф общий,
И вешалка одна, и вот где полки, если так можно сказать, по одной. Вот что положено. Остальное, значит, душевая и так далее, это общее. На каждом этаже есть помещение для кухни, оборудованное мойками, холодильником, шкафами для посуды, электрическими плитами, столами и стульями. Посуду и столовые приборы общежитие не выдает, каждый приносит с собой. Помимо этого, на всех этажах установлены системы противопожарной безопасности и огнетушители. На территории студенческого общежития АГУ установлена современная электрокотельная, которая позволит бесперебойно обеспечить общежитие горячей водой. Оборудование уникальное, современное, эксплуатируется нормально. Специалисты у нас есть, которые следят постоянно. Если даже в городе нет воды, то мы можем 3-4 дня бесперебойно обеспечивать всех наших студентов водой. Потому что для этого стоят здесь емкости, вы видите вот, рядом, и мы контролируем, постоянно они заполнены водой. Общежитие предоставляется в первоочередном порядке студентам АГУ, являющимся детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, инвалидам первой и второй групп, а также инвалидам детства и вследствие военной травмы и заболевания, и репатриантам. Также общежитие предоставляется иногородним студентам. Из Гудауты. Очень тяжело ехать 1,5 часа сюда, потом 1,5 часа обратно. И еще опаздывать очень боюсь на лекции. Поэтому я решила, я посмотрела общежитие, прежде всего, чтобы понять, какие тут условия. И условия мне очень понравились. Тут очень удобно, и читательный зал есть, и спортивная комната, и комната отдыха. И это очень хорошее, мне очень понравилось это общежитие. Студенческое общежитие АГУ может разместить всего 220 человек. На сегодняшний день подано около 60 заявлений. Оплата ежемесячного проживания студентов в общежитии составляет 1500 рублей с человека. Помимо студентов в общежитии могут проживать и преподаватели, но их оплата составляет 2100 рублей. В случае нарушения общественного порядка в общежитии АГУ студентов могут исключить из университета. Аля Катрапш, Александр Чернов, Абхазское телевидение. 16 сентября состоится ежегодная встреча московской абхазской диаспоры с студентами и первокурсниками из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба московской абхазской диаспоры. На встрече студенты узнают о культурных, образовательных и других мероприятиях, которые регулярно проводятся в Москве соотечественниками. У студентов будет возможность познакомиться и пообщаться с представителями абхазских студенческих землячеств московских вузов. Встреча организована московской абхазской диаспорой и посольством Республики Абхазия в Российской Федерации. Встреча пройдет в ресторане Ача-Чача. В Новом районе на улице Картозя возле 5-й средней школы столичными коммунальными службами проведен капитальный ремонт проезжей части дороги. Ямы, наполненные лужами, дети, которые не могли попасть в школу, не промочи вновь. И дело здесь не только в дожде, но и в водопроводных трубах, которые постоянно протекали. Все это уже в прошлом. Помимо этого, городскими властями были проведены ремонтные работы и внутри школы. Подробности в репортаже Ренаты Шакая. В Сухуми функционируют 13 дошкольных учреждений, 14 общеобразовательных школ, вспомогательная, очно-заочная, спортивная и Центр детского творчества, находящихся в подчинении Управления образования города, то есть все они находятся в ведомстве столичной администрации. Всего в сухумских школах учатся около 8 тысяч детей. Конечно, не все учебные заведения соответствуют стандартам. Где-то нужен капитальный ремонт, где-то частичный. Сухумская городская администрация по мере возможности решает накопившиеся вопросы. К примеру, в этом году в Новом районе по улице Картузия, где расположена 5-я школа, столичными коммунальными службами был проведен капитальный ремонт дороги. Проложена новая ливневая канализация и уложено асфальтобетонное покрытие, что значительно облегчило ученикам и учителям добираться до школы, особенно в непогоду. Здесь были плохие очень дороги. Сейчас спасибо всему государству, кто помог сделать эти дороги. Дети довольны. В прошлом году было очень плохо, здесь было очень грязно. Мы заходили грязными в школу, невозможно было, когда дождь шел. А 1 сентября, когда мы пришли в школу, это было круто, асфальт был. Дороги здесь не было, что говорит, яма была на яме, было трудно проезжать и было столкновение просто машин на самом деле. Асфальт укладывали летом, чтобы успеть к 1 сентября. Успели. Помимо этого, возле школы, где постоянно были глубокие лужи, дорогу подняли таким образом, что вода стекает по бокам в ливневые стоки. И теперь каждый даже в дождливую погоду может пройти спокойно, не промочив ноги.
За 17-18 учебный год немало сделано администрацией города и управлением образования нашей школы. Привели в порядок спортзал, медкабинет, кабинет деловода. Мы с 1 сентября мы зашли в школу с большой радостью. По асфальтированной дороге прошлись. Это большая благодарность и от педколлектива, учащихся, главе администрации, депутатам. Здесь кошмар был, честно говоря, и невозможно, во время дождей вообще невозможно было в школу зайти. Такие лужи были. А сейчас спасибо большое, вот сделали дорогу, и спокойно можно ходить. И когда дожди идут, воды нет. Так что дети ноги не промочат, а то они всегда прибегали и говорили, что вот ноги мокрые, отпрашивались. И вот. Так что большое спасибо. Перед укладкой асфальта по этой улице был заменен трубопровод, проходящий посередине жилого комплекса улица Картузия, на протяжении долгих лет во время даже небольшого дождя становилась непроходимой. Лужи, грязь, ямы. Решением главы администрации Сухума Адгура Харазия из городского бюджета были выделены более 15 миллионов рублей на ремонтные работы. На весь комплекс работ от замены труб до асфальтирования ушло несколько месяцев. Все работы завершились в установленный срок. Все послевоенные годы ситуация вокруг 5-й школы была очень сложной в плане подъезда к этой школе. И из-за этого многим родителям приходилось детей возить в городские школы, потому что из труб шла постоянно вода. Людям приходилось по воде идти в школу. Трубы проходят именно перед школой. Весь вход был заболочен, поэтому и родители много раз ставили этот вопрос, и в начале этого года, в конце прошлого, мы с депутатами собрания, избранными в новом районе, совместно решили, чтобы начать ремонтировать вот эту дорогу. И изначально мы отремонтировали все трубы. 800 метров труб мы поменяли, положили новые пластиковые трубы, долговечные. И затем мы положили, как видите, асфальт. Глава столичной администрации Адгур Харазия заверил, что с силами администрации и избранных депутатов по новому району во дворе 5-й школы будет построена спортивная школа, чтобы у детей появилась возможность заниматься в различных спортивных секциях. Рената Шака, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Национальный драматический театр Адыгеи имени Ибрагима Цея едет в Абхазию. С 15 по 22 сентября артисты из Адыгеи будут выступать на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. В Абхазии Нацтеатр Адыгеи в последний раз выступал 34 года назад. И тогда, и сегодня идейным вдохновителем и организатором творческого турне актеров в Братскую Республику выступил Касей Хачигогу. В гастрольном репертуаре 5 постановок: «Кабала Святош», «Слуга двух господ», детская сказка «Только вперед», литературно-музыкальная композиция «Закалинаю, помните» и пример необычного межнационального проекта «Кавказский меловой круг» по пьесе Бертольда Брехта. В нем будут участвовать актеры театров Адыгеи и Абхазии. 25 сентября в Московском доме национальности откроется персональная выставка работ художника Бориса Ашуба «Танец гор». Организаторы мероприятия – посольство Абхазии в России и Московский дом национальности. В экспозицию входят более 100 картин, пейзажи, натюрморты, портреты с этническими мотивами, в том числе на тему войны. Выставка пройдет в рамках цикла мероприятий, посвященных 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии, на который будут приглашены представители дипломатических миссий дружественных Абхазий стран. Борис Ашуба – выпускник Сухумской художественной школы, кандидат экономических наук. В настоящее время работает в Москве в банковской сфере. Это вторая выставка художника и первая персональная. По признанию самого Бориса Ашуба, художество для него не хобби и тем более не заработок, а часть образа жизни. Следующую свою выставку он планирует провести в Абхазии. Часть картин подарит университету и школе, в которых учился, а также музеям. 4 дня с 14 по 17 сентября с 11 утра до 15 часов телезрителям столицы не будут доступны телеканалы Абхазского телевидения, Абаза ТВ, Первого канала, Россия-1 и НТВ. Почему, выяснял наш корреспондент Саид Джарсалия. Знаменитая сухумская телевышка функционирует уже 57 лет. За это время многие комплектующие антенны не раз выходили из строя, но усилиями местных специалистов они ремонтировались. 8 месяцев назад пришли в негодность коммутационные кабели, которые объединяют комплектующие антенны сухумской телевышки.
Специалисты Сухумского телерадиопередающего центра долго не могли найти необходимые комплектующие запчасти, так как подобные детали являются устаревшими. Спустя время завод, который может принять заказ на их изготовление, был найден в Новосибирске. Завод-изготовитель нам дал добро на изготовление. Мы выслали образец кабеля, кое-какие комплектующие сняли. Сейчас антенна не работает в полмощности, потому что она освобождена от тех деталей, которые были на завод отправлены для образца. Ну, через 8 месяцев мы получили ответ. Кабеля изготовлены, джамперы называются сейчас в данный момент. Это новая технология. Финансирование произвела наше управление Абхазсвязи. На днях новые коммутационные кабели и комплектующие к ним детали были доставлены в столицу. Для их безопасной установки на высоте 160 метров специалистами Сухумского телерадиопередающего центра нужно отключить питание к антеннам. Хочется обратиться к телезрителям, к сухумчанам, просто к людям, что временно создадим неудобства о том, что будут отключаться каналы, поменяются погодные условия, мы перенесем график работы. Но, думаем, погода не подведет. За 3 дня постараемся сделать данную работу. Но, думаем, будем иметь положительный результат. Как говорят специалисты, с 14 по 17 сентября с 11 утра до 15:00 телезрителям столицы не будут доступны телеканалы Абхазского телевидения, Абаза ТВ, Первого канала, Россия-1 и НТВ. Саид Джерсалия, Роберт Ломя, Абхазское телевидение. 17-19 сентября в Абхазии при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия пройдет первый фестиваль поэзии «Рифмы на Рице». С инициативой организовать площадки для встреч литературоведов и авторов выступили поэт, драматург из Нальчика Зарина Канукова и супруга султана Сосналиева Любовь Сосналиева. Программа начнется с проведения круглого стола на тему «Абхазо-адыгское единство. Литературный акцент» в Абхазском государственном университете с участием литературоведов, поэтов и ученых. Первый фестиваль посвящается памяти Заура Налоева, народного поэта Кабардино-Балкарии, заслуженного деятеля культуры Абхазии. В 2018 году отмечается 90-летие со дня его рождения. Международный фестиваль моды Рица Fashion пройдет 6 октября на смотровой площадке озера Рица. Показ моды организует фэшн-продюсер Владимир Лотник при поддержке Министерства по курортам и туризму Абхазии. Владимир Лотник был признан лучшим фэшн-продюсером 2008 года по определению журнала «Индустрия моды» за организацию модного показа на Эльбрусе на высоте 3900 метров. Впервые в Абхазии Лотник проводил демонстрацию моды в Новоафонской пещере в 2001 году. Для участия в фестивале приглашаются профессиональные и начинающие мастера-модельеры. Особое предпочтение будет отдаваться тем, кто создает модную этническую одежду. По словам Владимира Лотника, уже есть заявки от модельеров из Майкопа и Черкесска. Устроитель модного показа надеется, что абхазские мастера примут активное участие и представят уже готовые коллекции. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Днем без осадков, вечером дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем 28-33 тепла. Температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.